первый полуфинальный матч. Донбасска 8 играют земляки с Ляписом. Счет 0-0, только что прозвучал стартовый свисток. Мяч пока держат земляки. Команды боятся ошибиться в первых секундах этой игры. Поэтому стараются действовать наверняка. Удар по воротам. И это угловой удар. Первый угловой вот сегодняшней встречи. Лука Стасевича летит выше ворот. И мяч перед середину поля. Мяч отдается сопернику. Это был очень хороший момент. Мяч пролетел между ног Виталия Булица. Пяткой он задевает мяч, он летит мимо ворот. Резко у Ляписа, но удар не попадает. Напомню всем присоединившимся, это первый полуфинальный матч земляки Ляпис. Счет 0-0, игра только началась. Пока был только плохой опасный момент в исполнении земляков. Но вратарь Ляписа Булис Виталий действовал надежно. Удар. Попадает в лицо Виталию, он успевает среагировать на добивание. Это 1-0. Земляки выходят вперед. И это была очень хорошая комбинация с Ляписа, но на замыкании Павел Бурцов не смог достойно обработать этот мяч. Прострел становился Северком. Ляпис сменил строй. Владислав Тарасевич. На майке написано «Дезовичек мнется». Опять не земляков. Задание не доходит. Команда немного тушуется, немножко не знает, что делать. Земляков надо. Выташил. И опасный момент. Ляписа в подкате бил Владислав, но заблокирован был мяч и будет в аут. Мяч отбит.
Посмотрим, что получится в этой атаке придумать у Ляписа. Но атака прошедшая в контратаку земляков. Но мы видим, Виталий Булис надежно действует на выходе. Итак, что-то 1-0, земляки впереди. Ляпису нужно забивать. Рикошет. Еще один момент. Мог дубль сделать Иван Форсен, но Виталий Булис убивает мяч в аут. И опасно играет. Бросовка земляков, но все-таки Ляпис перехватывает мяч. И неплохой момент у Ляписа, удар, поворот, блокирует защитник. Виталий Булис на месте. Достаточно ничего теряет мяч. Свечок Элкупсов поворотом. И это только Сенежаки не успевает к мячу. Неплохой момент имел Элкупсов, но это был слишком близко поворот. Плотно убил. Было ударить чуть-чуть в другой угол. Счет 1-0. Земляки впереди. Но у Ляписа постепенно появляется момент. Бьет. Вау. На месте. Классно. Пускает мяч далеко от себя. Половина времени отведенного для первого тайма. Счет 1-0. Но игра потихоньку выравнивается. Ляпис убирается моменты. Найдут ли они какую-нибудь лазейку, чтобы сравнять счет. Земляки пока играют надежно. Как в атаке, так и в обороне. Иван Корзун бьет пяткой, Булис на месте. А наши мячи, играем! Поворот, рикошет и угловой. Зону взяли, давай с 3 центра. Алексея Бабков, это мимо. Да, Дима.
на дальний, но игрок не догоняет мяч, только тянется к нему. Комбинация, но удар пяткой был неточен. Видели во время игры неплохие комбинации с помощью земляков. Получается нехорошая распасовка на ширину всего поля. Контролирует мяч. И вот контратака Ляписа, удар. И это булит. Нет, не булит, я ошибаюсь, это штрафной. Посмотрим, получится ли что-то. Не получается, мяч из земляков, удар, поворот, заблокировал. Артем Бенковского мимо. Пока трудно сказать, из-за чего Ляпис может выровнять сегодняшнюю встречу. Земляки все-таки владеют инициативой. Может быть, Ляпис экономит силы на второй половине встречи. Либо шикарный момент. Полуудар, полупас на Пятачок. И если бы Артем смог подкорректировать мяч, то это был бы уже второй мяч земляков. Пока счет 1-0. Смена составов Ляписа. Давайте кроки получится придумать. Удар. Алексей Мужик к воротам. Мимо. Неплохая передача. Неплохой прием, но никого не было на дальней штанге. Земляков 100%. Ошибается Ляпис на своей половине. Удар, поворот, ставится, все блокирует. Конечно, долетает до ворот. Последние минуты игры. Последние минуты посмотрим, что они нам принесут. Посмотрели пульс на добивание Алексей немножко не точно. И это конец первого тайма, счет 1-0 в пользу земляков. Можете своего запустить? То мне как-то били. Она, как-то это какая-то передача. Пусть с одного идти. Какой смысл разбираться? Тебе может с экрана белить. Чем старше лестница? Повесить игроков, это что случится. Можешь пока поддержать. Нагадываем, это ПАО «Фидал» КДБ-8. Лік 1-0 на користь команди «Земляки». Ось і зараз перепиток. Наступна гуня сьогоднішнього дня. У її будуть зустрічатися салезіяни з ФК «Мірель». Земляки и Ляпис уже гуляли.
ўжо гулялі і на гэтым турніры паміж сабою, і на мінулагоднім турніры яны паміж сабой разыгрывалі трэцяе месца. Тады вельмі буйную і такую адчувальную паразу Ляпісам нанеслі землякі 10-0. І я думаю, што сёння хлопцы з Ляпіса вельмі чакаюць і жадаюць зрабіць рэванш, перамагчы землякоў ўсё ж такі, бо і ў гэтым годзе таксама яны з буйным лікам прайгралі ім у групавым этапе з лікам 7-2. Таму паглядзім, што будзе сёння, пакуль толькі 1-0 выйграюць землякі, і Ляпіс вельмі добра выглядае ў гэтай хвіліны, вельмі добра выглядае ў першым тайме, таму цалкам верагодна, што у другім тайме яны здолеюць нешта зрабіць, выйсці наперад і змяніць вынік гэтай сустрэчы на сваю карысць. Паглядзім, ці будзе гэта так, бо землякі таксама гуляюць добра. Зараз яны перамагаюць, ім не трэба надта моцна лезці наперад. Лік іх задавальняе 1-0, гэта таксама перамога. Гэта таксама выхад у паўфінал. Таму паглядзім, другі тайм будзе, я думаю, што вельмі цікавы. Будзем сачыць за гэтым. Зачем отсюда? С окна мяч вокруг, хотят я вообще свалить. Нет, уже на ютубе не пишет. 4 человека? Было 6. Ну тут Рома. Может, папа Франциск? Рома идет трансляцию. Бачым, хлопцы разминаюцца ў перапынку. І хутка уже пачнецца другі тайм. Нагадываю, тема нашего турниру КДБ-8. Это реальные пацаны, реальная святость. Зараз зададим коротенькое питание гульцам Ляписа. Хлопцы, какие ваши шансы в другим тайме? С тобой, Владик, мы уже не разговариваем. Мы должны были вчера проиграть. Хорошо. Но мы выиграли. Боевые у Ляписа. І суддя дає свисток, зараз розпочнеться другий тайм. Уся увага до того, що відбувається на пляцовці. Зараз повинен прийти Рома і вести эту трансляцію. Почекаємо. Земляки з м'ячом. Ляпис перехоп і помилка. Владик губляє м'яч. Добрая перепасовка. Аут на користь земляков. І вельми добрий удар був від Павла Купцова, але його заблокували. І зараз добрий прострел, аут на користь Ляписа. Прострел, ніхто на його не поспіває до цього прострелу. І земляки будуть виводити м'яч від своїх ворот. Аут. Вельми добре цепляється за м'яч Герман Владимир. Перепасовка в виконанні земляков. Тримають м'яч хлопці, лік на їх користь. Помилку виконання землякова, але виправляється Стасей Швиталь и выбиваем мяч по замежжу пляцовки. И помилку в виконанні аута от Леши Бажейка. Земляки перехопили мяч, але хутка контратаки у них не отрималося. І поступовий наступ. Віталік буде з м'ячом, але не вельми докладно він виводить цей м'яч. А добрий момент таки мог отриматися у Ляпіса. Ляпісу треба забивати.
тут выконал Земляков, удар, заблокованный этот стрел. І знов земляки вивозять м'яч за межу поля. Тримає його Стасевич Віталь. Прикриває корпусом. Розворачується добре. Удар. Заблокував його. І який добрий момент був у Ляпіса. І ще Ляпіс буде уводити у небезпечній відлеглості від ворота свого суперника м'яч у гульню. Перепасовка. Удар. Вибивають земляки. Відбилися яди. Вибивають м'яч на кутовий удар. Цікава гуля почалася. І який стрел. Який стрел мог отриматися у Влада Тарасевича. Але не отрималося. Його трапно ударить по м'ячу. І м'яч пішов мимо. Добре тримає м'яч Дербуду Владимира, але отрималося у Ляпіса вибити його поза межі пляцовки. Вельми хутка гуля, м'яч не вийшов. І добрий момент, але земляки добре гуляють у обороні, не дають навіть долетіти до брами к этому м'ячу. І добре ще момент, помилка була. Это небеспечный штрафный удар до коры земляков. Подкат ззаду. Дмитрий Шихменев старався, імкнувся трапити по м'ячу, але трапив по ногах сопернику. І буде назначений. Ні, це просто припинили гульню, не було там порушення. І Ляпіс вернув м'яч землякам. І які! Ви бачили цей гол! Ви бачили, що зробив Бенковський Артем? Не ведаю, ці отрималося в мене перевести камеру на гэта, але про себе і нічого не здолів зробити Буліс Віталь. Як пригожа гэта було. Бенковський Артем, який видатний гол. 2-0 на коры земляков. Але ж і пригожость у нашому паўфінале на КДБ-8. Ви гэта бачили? Зараз тяжко Ляпісу буде вернуться у гулю, але Влад Тарасевич імкнеться забити. Давайте, хлопці, зберіться і гуляйте у футбол. Ще шмат часу, ще можна забити. 1-2, це не так шмат. Але знов дають помилки. І змагається Буліс Віталь за свою команду. І добрий момент у Ляпіса, але не отримався гэты пас у Лёши Мажейка. Така криху розгубленість, здається, у стані земляков. Після такого гола вони, мабуть, яще святкують. Поглядите, цікавая гуля. Кожним з таймів земляки забили по голу, а Ляпіс ні в одного разу ще не забив. Давайте, Ляпіс, ідіть наперед. Не цікаво так глядеть, коли ви будете проігравати. Треба накал, треба страсть у этой гулі. Буліс Віталь уводить м'яч у гульню. Недокладно. Влад Литвинчук мог позмагаться за эту передачу, але не полез у боротьбу. Земляки контролюють м'яч, губляють його. Павел Купцов імкнеться забрати і пробити. І амаль отрибалася у Паші, але не дотягнувся він до м'яча. Добра спроба була. І Влад Литвинчук перехопив эту передачу, але м'яч пішов поза межі пляцовки. Дмитрий Мілішко з м'ячом, уводить м'яч у гульню. Аут на користь земляков. Ось вернувся Рома, зараз він буде протягувати цю трансляцію для вас. Всем привет, счет уже, как и мне сообщили, 2-0. Земляки впереди. Посмотрим, удастся ли Ляпису противопоставить что-либо такой мощной игре в исполнении земляков. Это только
Вань, под ворота. Лоти его. Надо Ляпис уже забивать. Но пока без результата. Посмотрим. Ладно, проходить, пас. Его перехватывает на Алексея Мужейка. Пас на Павла Купцова. И Павел Купцов закарабкивает мяч, бьет по воротам. На месте тут тоже играет. Прострел никто не бьет. И пас на Дани не успевают земляки. Смена состава произошла у Ляписа. Посмотрим, что получится сделать с этой тройки. Пока обрезка, выход один. И Артем не хочет. Сюда. И это удар от ворот. Неплохая перепостановка, но игроки не понимают друг друга. Еще один удар останавливает Слава Алексеевич. Это бил уже Дмитрий Чехменев. Ну, перехват, но все-таки нет, перехват не состоялся. Мяч выдали в последний момент из-под ног. Еще атака. Атака Ляписа, но земляки разобрались и выбили мяч в аут. Удар Владислава. На добивание уже не успевает. Смотрит на игроков, мяч выше. Напоминаю всем, слушай, на трансляцию, счет 2-0 в пользу земляков. И мы видели только что, это был прекрасный момент, перекинул Алексей Бабков вратаря, но мяч попал в перекладину и улетел выше. И этот пас надо было принимать Владислава, если они хотят отыгрываться. Неплохой удар коленца на Владислава Павлова. Вратарь выводит мяч в руки. Перепостановка земляков. Неточный пас. Владислав Алексеевич. Выигрывает его. Вячеслава Крыла. Слышим, как активно поддерживает земляков. И выбивает Алексей. Снова смена. Снова произошло. Какие моменты возникают? Навешивает Владислав, но мяч перехватывает. Перехватывает Ляпис, вновь земляки. Контратака. Пас на центр, не проходит. Дмитрий Белишко его заблокировал. Алексеевича надулись на месте.
Прижми! Это повтор углового. Не, стань! И они лично вытаскивают этот мяч. Казалось, что в пустой угол, но Нагаш выпрыгнул вниз и вырвал этот мяч. Удар этого Мириса. Мяч заблокирован. Напряженная пошла игра, потому что немножко агрессивно. Однако Ляписа вратаря. Посмотрим, что смогут показать все-таки. Будут пару очень хороших темпов, которые не и это только аут. Здесь еще. Пас вперед. Блокирует. Пас на дальше, но мяч улетает в аут. Мяч приходит к Ляпису. Владислав Литвичук с мячом. Отбирает мяч. Перехватывает Павел Копцов. Владислав, Алексей. Павел. Перехватывает мяч и пускает его в аут. Пятый перехватывает. Вновь земляки перехватывает. Пускает его, не могут обратиться. Снова меняется тройка. Ляписа. За городом блокирует. Что надо сказать? Тройка. Играет. Больше нет. Мы помним бой момент Павла Копцова в прошлой смене, который мог там играть пришел на нас. Напоминаю, что сегодня выиграл. Будет играть в финале, когда на Восточном выиграет, будет за 30 минут ударницы, и мяч прилетит рядом со штангой. И это в финале, когда на Восточном. Не заняли третье место, не смогли пробиться в финал. Вот получится у них в этом году. Играли в финале 2 года назад против Винегрета и уступили там. Посмотрим, что получится сейчас.